Премьер-министр России Михаил Фродков в зале Республики Дома правительства провел итоговое совещание по вопросам развития энергетической инфраструктуры Якутии. Вот мы так подошли последовательно, рассмотрев отраслевые проблемы, транспортный комплекс республики, подошли к вопросу электроэнергетики. И предложено на этом совещании рассмотреть перспективы развития Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса. И не случайно такая последовательность у нас, потому что перспективы развития экономики республики, решение вопросов, которые мы с вами обсуждали вчера и сегодня, потребуют дополнительных мощностей энергетических. Я хотел бы отметить, что энергетика в валовом внутреннем продукте республики занимает второе место после алмазов. То есть достаточно развитая сфера экономики Саха-Якутии, но располагая такими потенциальными возможностями, как гидроэнергетика, мы вправе рассчитывать на то, чтобы доля электроэнергетики, в первую очередь гидроэнергетики, увеличивалась. Это продиктовано и потребностями развития экономики, и, естественно, имеющимися ресурсами. И здесь, помимо того, что это вещи перспективные и очевидные, есть ряд проблем, которые нужно сегодня решать. И по объединению энергорайонов, они, к сожалению, разделены, так сложилось исторически в самой республике. Есть необходимость проанализировать перспективы развития отрасли с точки зрения экспорта и анализа возможностей реализации электроэнергии на экспорт в контексте удовлетворения потребностей на внутреннем рынке, удешевления электроэнергии на внутреннем рынке и так далее. И эти вопросы, естественно, должны обсуждаться в широком плане с точки зрения развития электроэнергетики всего Дальнего Востока, имея в виду особенности этой сферы экономики к востоку от Урала. Вот это я хотел бы, чтобы стало сегодня предметом детального обсуждения. Сегодня на ваше рассмотрение представляется доклад со стороны РАО ЕС России, Федеральной гидрогенерирующей компании, Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс как базис развития инфраструктуры региона Южной Якутии. Мой доклад является, по сути, продолжением доклада, который был сделан вчера президентом республики и базируется на том прогнозе развития потребления республики, который представлен был правительству Российской Федерации 7 февраля в программе развития производительных сил Республики Якутия. Несколько крупных потребителей – это Якутский газоперерабатывающий газохимический комбинат, далее это комплекс ГОКов, включая Нерюнгринский металлургический комбинат, и это Эльконский горно-металлургический комбинат. Вот три крупных кластера, как вчера было сказано президентом республики, на которые мы, собственно, настраиваем то производство электроэнергии, обеспечивающее данных потребителей. Кроме этого, здесь представлен Якутский цементный комбинат, который будет обеспечивать строительство ключевых объектов инфраструктуры, в том числе гидростанций. В основе этого регионального кластера развития лежит каскад южно-якутских гидростанций, включающих в том числе 2 гидростанции на реке Темптон и до 7 гидростанций, возможность расширения этого комплекса до 7 гидростанций на притоках
реки Алдан. Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 3 февраля 2006 года по разработке технико-экономического обоснования Южно-Якутского гидрокомплекса и схемы синхронизации энергорайонов выполняется эта работа, которая сейчас вам представлены ее самые первые результаты. На этом слайде вы видите, что гидропотенциал республики является крупнейшим в стране, порядка 70 гигаватт. 64 перспективных створа имеется на территории республики, которые еще в советский период начали разведываться. И сейчас мы продолжаем эту работу. По годам вводов. До 2015 года мы предполагаем введение первого пускового комплекса Канкунской ГЭС. Это первый агрегат, 200 мегаватт. До 2020 года, собственно, возможно введение дополнительно Нижнекемптонской ГЭС, также являющейся частью этого комплекса. Кроме этого, Канкунская ГЭС завершается, Верхнеалданская ГЭС, Алекминская ГЭС, Нижняя Алекминская ГЭС, Среднеучурская ГЭС и Учурская ГЭС. И за пределами 2020 года продолжение достройки Нижняя Алекминская ГЭС, Среднеучурская ГЭС и Учурская ГЭС. В данном случае мы рассматриваем гидрокомплекс с установленной мощностью порядка 8,4 гигаватта, имея в виду в первую очередь 2800 мегаватт. Мы предлагаем рассматривать Темптонский каскад, состоящий из двух станций, в качестве первоочередного объекта ввода, в связи с тем, что это обусловлено его транспортной доступностью и оптимальным сочетанием технико-экономических характеристик гидростанции, а также структурой прогнозируемого потребления. На следующем слайде показаны основные характеристики вот этих 7 гидростанций Южно-Якутского гидрокомплекса. Я подчеркиваю, что это предварительные данные, которые сегодня выполнены соответствующими нашими проектными институтами в формате предложений к обоснованию инвестиций. Мы в настоящее время находимся на стадии выхода на изыскание. Изыскательская партия сейчас высаживается в районе створа Канкунской ГЭС для того, чтобы продолжить соответствующие изыскания уже на месте. Здесь показана предварительная стоимость без учета водохранилищ по всем 7 станциям, среднемноголетняя выработка, мощность этих станций и, соответственно, вот эти 4 реки, собственно, река Алдан и 3 притока, которые мы затрагиваем при строительстве этих гидростанций. Общая стоимость каскада оценивается в районе 521 миллиарда рублей с общей выработкой 46 миллиардов по году. На следующем слайде показаны соответствующие снимки реки Темптон, которая демонстрирует достаточно хороший каньон для того, чтобы строить гидростанцию. И данную реку мы рассматриваем в качестве первоочередного объекта для строительства гидрокомплекса. Строительство Канкунской и Нижнетемтонской ГЭС уже учитывается при расчете топливно-энергетического баланса Дальнего Востока. Этот каскад обеспечит внутренние потребности республики, создав условия для реализации целого ряда крупных проектов, предусмотренных в схеме развития производительных сил транспорта и энергетики республики. Вот эти 2800 мегаватт, с нашей точки зрения, в полной мере должны обеспечить потребности тех потребителей, которые будут строиться в первую очередь с учетом программы развития производительных сил Республики Якутия, включая и нефтегазохимию, и золотодобычу, и переработку урана, и так далее. Это основной потребитель, на которого мы ориентируемся, разрабатывая данный проект. Внутреннее потребление Республики Якутия. Второй вариант потребителя – это крупный энергоемкий потребитель, возможно, за пределами республики. В данном случае мы рассматриваем возможности энергоснабжения крупных энергоемких заводов, в том числе алюминиевых комбинатов, в том числе построенных ближе к берегу океана, поскольку сегодня крупные потребители в этой сфере заявляют необходимость строительства и подачи энергомощностей максимально близко к портам. В данном случае мы предполагаем определять
потребителя такого и выстраивать с ним отношения уже скорее такого более коммерческого плана по итогам процедуры конкурентного отбора. Третий вариант потребления, третье направление выдачи мощности уже в целом от «Каскада» – это возможный экспорт в Китай. При условиях достижения соответствующих договоренностей с китайской стороной. На сегодняшний день существуют договоренности по объемам, но продолжается дискуссия по цене. И по цене эта дискуссия, я думаю, что еще в течение этого года будет продолжаться в условиях экспорта. Кроме этого, потребуется замена линии обслуживающей, в том числе ВСТО. Мы планируем создание, по сути, кольца между южным энергорайоном, центральным энергорайоном и западным энергорайоном. По сути, вот эта система в данном случае будет к 2030 году закольцована. Это позволит обеспечить соответствующую надежность всех трех районов и схему выдачи мощностей Южно-Якутского гидрокомплекса по направлениям там, где они будут востребованы. Кроме этого, на этой схеме вы можете увидеть усиление связи с энергосистемой Сибири по данному направлению. Кроме этого, еще одно направление, которое здесь показано, это усиление связи на Магадан, собственно, налево вверх, где мы рассматриваем к 2015 году усиление этих связей и за 2030 годом выход на присоединение с Магаданом и, возможно, с Уссурийниканской ГЭС. Это те предложения, которые на сегодняшний день разработаны в документе под названием «Целевое видение РАО-ЕС до 2030 года». Собственно, этот документ разрабатывался во исполнении тех поручений и замечаний, которые были высказаны вами, уважаемый Михаил Ефимович, на совещании в Красноярске и в Кодинске, на Богучанской ГЭС, где вы поставили задачу разработать механизмы долгосрочного видения развития энергетики в увязке с развитием регионов. Следующий слайд. Корпорация развития Южной Якутии как инструмент координации частно-государственного партнерства. Мы сейчас активно участвуем вместе с правительством республики в создании этой корпорации. Для нас опыт создания корпорации развития в Красноярском крае по Нижнему Приангарью здесь является, по сути, достаточно серьезным аргументом, который мы используем в подготовке этого документа и этого проекта. Я сразу подчеркну, что по сложности, по сравнению с проектом развития Нижнего Приангарья, где гидростанция была построена уже на 60% за инвестиции, по сути, сделанные Советским Союзом, по сложности этот проект, где мы начинаем и потребителей, и гидрокомплекс, по сути, с нуля, по сути, в качестве гринфилда, является, с моей точки зрения, конечно, на порядок более сложным проектом, более долгосрочным проектом. И в этой связи это требует, конечно, очень серьезной координации действий всех потребителей, производителей под руководством государства, включая обеспечение соответствующих инвестиций со стороны и государства в инфраструктуру, и бизнеса в бизнес-проекты. Андрей Владимирович Дементьев, вот, пожалуйста, дайте там, насколько возможно, оценку с позиции Минпромэнерго, вот видение и практических шагов, которые предпринимает РАО-ЕС России, и насколько это вяжется и вписывается в ту работу, которая проводится министерством совместно с другими ведомствами по разработке стратегии размещения объектов электроэнергетики, развития электроэнергетики в целом и промышленности. Ну, естественно, проецируя этот вопрос на вот Южную Якутию в частности. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники совещания, действительно, вчера президент республики достаточно подробно остановился на планах развития Якутии, рассказал о наиболее интересных инвестиционных проектах, описанных, кстати, и в схеме размещения производительных сил республики, рассмотренной на заседании правительства. Что это такое было? В первую очередь это освоение нефтегазовых месторождений, это освоение Эльгинского месторождения каменных углей, железодорудных месторождений Южной Якутии, золоторудных, свинцово-цинкового месторождения и золотоурановых месторождений.
Что такое это в цифрах? В цифрах я имею в виду в цифрах потребления электроэнергии. Нефтегазовый комплекс в состоянии, следующий слайд, пожалуйста, в состоянии в ближайшей перспективе стать ключевым сектором экономики Якутии. Потенциально республика может выйти на весьма существенные объемы добычи нефти и газа, при этом отрасль может стать одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Максимальная энергетическая нагрузка для обеспечения деятельности этой отрасли нами оценивается в цифру примерно 377 мегаватт мощности. Следующий слайд, если можно. Золотодобывающая отрасль с учетом прогнозируемого роста, а прогнозируемый рост, я напомню, это в 3 раза, это еще 150 мегаватт электрической нагрузки. Обсуждавшееся весьма подробно вчера Эльгинское месторождение – это не только крупнейший источник высококачественных углей, но и одновременно крупнейший потребитель электроэнергии. Для обеспечения деятельности этого комплекса в случае запуска всех работ, по нашей оценке, необходимо порядка 384 мегаватт. Предлагаемый правительством республики проект освоения железнодородных месторождений Южной Якутии как фактически новый вид деятельности в республике, это еще 264 мегаватта электрической нагрузки. А разработка урановых запасов потребует еще 165 мегаватт. Это все на следующих слайдах, если можно пролистать их сразу же. Если оценивать совокупную потребность в электрической мощности на перспективу с учетом всех обсуждаемых проектов, то мы получим следующую картинку. Устойчивая динамика роста по западному энергорайону с выходом на потребление порядка 526 миллионов киловатт-часов в 2020 году, 330 миллионов киловатт-часов потребления в центральном энергорайоне и такой скачкообразный рост до цифры 1 миллиард 415 миллионов киловатт-часов к тому же 2020 году по Южно-Якутскому энергетическому району. Что мы имеем сегодня? Во-первых, как уже было подчеркнуто, энергосистема Якутии на сегодняшний день – это 3 энергорайона, не связанных между собой, плюс зона автономного электроснабжения. Совокупная установленная мощность акционерного общества «Якутскэнерго» 2 с небольшим гигаватта, с общей протяженностью линий электропередач 25 тысяч километров. Прогнозируемая максимальная нагрузка по республике в целом превысит возможности генерирующих мощностей Якутии уже к 2015 году, даже без учета дифференциации потребления по существующим энергорайонам. Соответственно, программа развития электроэнергетики региона – это безусловная составляющая любых планов развития. Какие принципы мы предложили бы закладывать при определении перспектив развития электроэнергетики в республике? На наш взгляд, это, во-первых, необходимо действительно развитие мощности генерации темпами, опережающими рост потребления. Во-вторых, мы считаем максимально использование существующего гидропотенциала рек Южной Якутии – это обязательный фактор. Точно нужно развивать уже существующие тепловые электростанции с учетом в том числе и угольных возможностей региона. И при этом все решения должны обеспечивать и технический уровень, и надежность, и экологические требования на уровне лучших мировых стандартов. Что касается использования гидропотенциала рек Южной Якутии, на наш взгляд, проект создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса может быть не просто одним из элементов программы развития Южной Якутии, а фактически ее основной частью. В перспективе до 2030 года возможен, как уже в докладе руководителя гидрогенерации прозвучало, ввод мощности на уровне 8,5 гигаватт при общей оценке потенциала гидрогенерации республики в 72 с лишним гигаватта. А вы примерные прикидки по деньгам делали? Да, делали и примерные прикидки по деньгам. Это действительно достаточно серьезные деньги. Только сетевое строительство потребует от нас порядка 150 миллиардов рублей уже в ближайшей перспективе. Оценки по гидрогенерации Вячеслав Юрьевич тоже уже озвучивал. Это действительно серьезные деньги.
я прошу прощения, даже не 150, 171 миллиард рублей мы планируем вот на ближайшую перспективу для того, чтобы реализовать те мероприятия, которые в программе ФСК заложены. На сегодняшний день мы работаем, так скажем, над определением источников финансирования, и на самом деле программа действительно складывается. Но бюджетных там много. Бюджетных денег на сегодняшний день вообще в программе развития электроэнергетики мы планируем не очень много. Это на уровне, не превышающем порядка 15% от всей инвестиционной программы. Я напомню, по 2007 году это у нас 30 миллиардов рублей, и в общей сложности на все инфраструктурные компании. И в принципе наша заявка на 2008 год не намного от этого отличается. Ну, тем более тогда нужно картину эту целостную иметь и понимать участие подразделений РАО ЕС и тех, кто там появится. Это мы не очень четко себе представляем, потому что РАО ЕС тоже структура, которая делится, и как бы не получилось, что там отдельные будут выбирать, значит, наиболее выгодные вещи, и мы окажемся потом, значит, заложниками или экспорта, или, значит, недопонимания, куда в первую очередь поставлять. И эти процессы будут, будучи недостаточно синхронизированы, снизит эффективность наших общих усилий. Транспортники где-то продвинулись в исследовании, значит, подальше, как мне кажется, и там роль бюджета больше, а значит и участие федерального уровня во всех проявлениях тоже больше. Как бы здесь не получилось просто, чтобы мы не ослабили внимание в связи с тем, что доля, как нам кажется, незначительная финансирования из бюджета, а контроля за таким целостным, комплексным подходом может не быть по каким-то причинам. Это вопрос Минпромэнерго. Вот там все не торопятся что-то сказать, гарантируя нам что-то или что-то у вас попросят. Позвольте дополнить. Мы действительно сейчас запросили порядка 8 миллиардов рублей на бюджетную трехлетку, связанные с гидрокомплексом, имея в виду первоочередные затраты. И в этом смысле это укладывается в те параметры, о которых Андрей Владимирович сказал. Кроме этого, при разработке финансовой модели и схемы финансирования нужно будет определиться с моделью финансирования строительства в целом, поскольку есть, по сути, два таких разнополярных варианта финансирования этого строительства. Один вариант, когда крупная инфраструктура, и этот вариант в основном мире распространен, финансируется преимущественно с участием государства, и тогда мы можем рассматривать на выходе, собственно, невысокую цену продаж с этой гидростанции. И этот опыт, собственно, по основным гидростанциям крупнейшего в мире и реализовывался. Второй вариант, когда мы пробуем по максимуму реализовать частное финансирование на строительство гидростанций, тогда должны мы понимать, что цена продаж с этих гидростанций будет значительно выше, во-первых, и во-вторых, примеров реализации строительства крупной гидростанции свыше 1000 мегаватт в мире частными инвесторами почти нет. То есть в этом смысле реализуемость проекта с точки зрения самых крупных гидростанций, она такая проблемная становится. В этой связи я и попросил в течение месяца подробно рассмотреть финансовую модель проекта и определиться с возможностями финансирования инфраструктурной части. Но вы там не забывайте о своей роли и ответственности. Нам насчет значительного повышения тарифа в условиях частного предпринимательства, значит, слышать не очень комфортно. Мы ради этого всю реформу затевали РАО ЕС, чтобы пришел частник, создал, значит, конкуренцию и работал в общих интересах. У нас нет такого или государства, или частник. Вот в этой редакции энергетики. Мы бы тогда не ходили туда, где, значит, реформа должна принести повышение значительное стоимости. Это вы нас так втянете сначала 8 миллиардов сегодня, только здесь. И потом еще будете нас, так сказать, терроризировать здесь.
тарифами. Это Понятно. не годится, это нас не устраивает. Весь смысл разработки вот, и в Южной Якутии, и так же, как в Нижнем Приангарии, это гидроэнергетика. Это, как мы понимаем, значит, все-таки дешевый ресурс. Если правильно организовать работу и все рассчитать, и использовать все имеющиеся для этого инструменты, в том числе и финансовые, о которых вы говорите. Но не для того, чтобы заработать, значит, компаниям, которые образовались в результате реформы РАО ЕС. Не только, так скажем. Не только. Михаил Ефимович, здесь Потому как что раз... меня насторожил сейчас Вячеслав Юрьевич. Здесь как раз... Как это может быть? Вы нам дайте тогда деньги из бюджета, дайте нам, значит, 50 миллиардов, 80 миллиардов на перекрестку, если хотите. Дайте нам из инвестиционного фонда все, что можете. А то будет дорого для вас, для всех. Это не годится нам. Это я вам сразу говорю. И Чубайс это говорил. И прошу это иметь в виду. И что значит нет проектов таких в мире? Много чего нет в мире того, что у нас есть, в том числе в электроэнергетике. Мы предусматриваем на самом деле участие непосредственно государства частично в сетевом строительстве. Да, но я напомню, что даже на сегодняшний день при катастрофически растущей, в хорошем смысле причем слова катастрофически растущей инвестпрограмме ФСК, у нас цифра участия бюджетными деньгами никогда не поднималась выше 15-17% и не планируем. При том, что мы планируем, что ФСК – это навечно государственный актив, полностью находящий под контролем государства. И мы считаем, что если у нас и потребуются бюджетные деньги в реализации этой программы, то это может быть частично в инвестирование проектов в ФСК, а именно сетевой инфраструктуры. Смотрите, главное, чтобы эффект был от этой работы, и который не заключался бы в повышении стоимости электроэнергии. Это сигнал такой, понимаешь, надо его ловить вовремя. Чего же мы тогда будем затеваться, когда это обойдется нам просто? Всем нам. Потому что затраты государства, они не только в бюджете. Потом мы косвенно будем, значит, платить за все это. Или наша промышленность, или потребители. А тут будем 12 лет строить. И не без бюджетного финансирования наверняка. И это не единственный источник финансирования, и потом будет покрываться. А чем, неизвестно. Видишь, финансовая схема месяц. Сейчас вот это поработайте. Посмотрите, не на предмет того, будем мы финансировать или не будем, чтобы успокоиться. Нет, не будем. Больше 17% не будем, и слава Богу. Нет, не так. Глубже и шире изучите этот вопрос в течение месяца. Чтобы нам спросить потом, а что мы получим от этого? А то мы так в итоге и не в Китае, и не себе. А потом отожмем в итоге Китай, я прошу прощения. Но это нам ничего не дает. Не дает в решении той задачи, которую мы перед собой ставим, чтобы экономика развивалась республики и всего Дальнего Востока на вот этом ресурсе, который является конкурентным на дешевой электроэнергии. И для этого готовы преодолевать разобщенность, соединять энергорайоны, соединять с Восточной Сибирью, распространять это все на Дальний Восток, имея в виду удешевление тарифа. Сергей Геннадьевич, я вас прошу, вот Новикова тоже прошу, посмотрите вот за этим. А то мы как-то вот к таким задачам еще не привыкли, видно, комплексным, вернее, отвыкли от них. И нынешние, значит, администраторы, они этого опыта не имеют. И единственное, что беспокоит, это, ну уж как максимум, чтобы из бюджета много не потратить. Это ограниченная, так сказать, постановка задачи. Может, нужно из бюджета будет тратить, и по приоритетам еще больше. Но это только часть вопроса, который мы должны решать. Потому что такие масштабы, которые мы сейчас вот набрали с вами только по республике Саха, они старыми ключами эти вопросы не решаются. Это миллиарды, вы обратите внимание, уже несколько сотен миллиардов мы набрали, только по республике, по одной. И если здесь не будет вовлечен бизнес, который понимает эти задачи и работая вот в условиях рыночной экономики, значит, конкурирует и удешевляет затраты все,
то ничего мы не сделаем. Мы окажемся просто, значит, болтунами. А альтернативы развития региона и здесь, и вокруг нет у нас. Мы строим. Значит, очевидно, что мы бизнес должны вовлечь в эти крупные проекты. А бизнес, который хочет только заработать на этом, причем в краткосрочном плане, да еще подцепить по дороге вагонетку из бюджета, нам не нужен. Не нужен. Втягиваться вот в такую работу на 12-15 лет вперед, сегодня, не понимая последствий, мы не будем. Потому что мы мало того не сделаем ничего, потому что мы какими затратами непонятно это будем делать. И, во-вторых, мы просто через год уже дискредитируем эту постановку задач. Развитие вот регионов, таких масштабных параметрах. Потому что эта задача, ну, такой мобилизационной экономики. А у нас ее нет. У нас, мы надеемся, появляется рынок. Так вот, элементами, компенсирующими эту мобилизационную мощь бывшего СССР по таким крупным стройкам, должен сыграть бизнес. Но не так, как вот планируют сейчас. Или деньги из бюджета, там, или, значит, дорого вам обойдется это все. Не годится. Не для этого мы реформировали, не для этого создаем конкурентную среду. Мы говорим о таком бизнесе, который попотеет, добросовестно поработает, на долгие годы вперед увидит свою перспективу, который будет поддержан нами, действия которого укладываются в программы размещения производительных сил, размещения объектов электроэнергетики, стратегию развития Дальнего Востока, стратегию развития российской экономики в целом и так далее. Вот наша задача. Снижение себестоимости, а значит и тарифов на электроэнергию в республике возможно, о чем на совещании говорили президент республики и руководитель Федеральной службы по тарифам. Мы за последние 5 лет создали резервы мощности, которых у нас раньше не было. Мы висели на волоске в центральном энергорайоне Республики Саха-Якутия, в западном энергорайоне, построили несколько линий электропередач. Но, тем не менее, понимаем о том, что этих усилий вообще абсолютно нет задачи для того, чтобы решить ключевые вопросы развития республики. Как с точки зрения, собственно говоря, будущего обеспечения электроэнергии, будущего роста в республике, так и с точки зрения, будем говорить, чисто экономических параметров, связанных с тарифами и так далее. Поэтому, помимо, собственно, что ли, разработок, собственных действий, мы очень тесно взаимодействуем с РАО с Россией, с Минпромэнерго, с Минэкономразвития России. И, в принципе, то, что мы сейчас, коллеги, говорили, это наша такая общая точка зрения и общее видение будущего, что ли, развития республики. И, в принципе, все количественные параметры в суждениях совпадают. Значит, поэтому я в основном поддерживаю. И в то же время хотел бы обратить внимание на такие 3 вопроса. Первый вопрос вот о чем. Значит, мы говорим о том, что на Дальнем Востоке существуют очень высокие тарифы на киловатт-час электроэнергии для любых потребителей и большие тарифы в коммунальном хозяйстве, особенно на тепло. И именно это является причиной низкой конкурентоспособности в целом экономики Дальнего Востока. Ну, а как эту задачу решать? Ну, вот сейчас, на самом деле, мы пытаемся ее решить под руководством Камиля Шамилевича, все вместе, губернаторы, законодательное собрание, значит, тем, что ходим, выпрашиваем, выклянчиваем у правительства Российской Федерации субсидии и дотации на то, чтобы снизить эти тарифы. Ну, в принципе, такой способ поведения, может, он возможен, но, наверное, ненадолго. Значит, надо все-таки заглянуть в корень, в суть, значит, в саму естественную величину этих тарифов и попытаться найти способы для того, чтобы снизить их. Конечно, это долговременная работа, перспективная работа на будущее, сегодня этого не сделаешь. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, снизить тарифы можно за счет замещения генерации более дорогой на более дешевой. Но вот в объединенную систему Востока нашу, или то, что называют сегодня дальневосточные генерирующие компании, включены ведь самые разные электростанции. Там и есть допотопные электростанции, работающие на мазуте, построенные в 30-м году, у которых себестоимость выработки может быть и 5 рублей. Там есть и современные электростанции, такие как, предположим, наша Нерюнгринская ГРЭС или, значит, последняя ТЭЦ, которая введена в Хабаровске, значит, у которых себестоимость на самом деле низкая. Значит, и, конечно же, надо выводить из эксплуатации те
значит, электростанция, которая имеет большую себестоимость. Это то, о чем Михаил Ефимович говорит, что здесь надо проявлять силу воли, в том числе по отношению их территориям. А с другой стороны, замещать эту выбывающую генерацию надо, конечно, более дешевой. Самая дешевая гидроэлектроэнергия, значит, это и не только вот каскад Южно-Якутской ГЭС, это и завершение строительства 2 электростанций в Амурской области. Значит, конечно, здесь есть одна проблема, связанная с тарифами на транспортировку электроэнергии, но это дело такого экономического расчета. И мне кажется, что вот сама проблематика развития гидроэнергетики Южной Якутии, Амурской области, она, мне кажется, должна сейчас стоять на повестке дня как номер 1. И мы должны рассчитывать прежде всего для внутренних потребностей, для будущего роста экономики субъектов Дальнего Востока и для снижения тарифов за счет выработки, вернее, использования дешевой электроэнергии гидрогенерации взамен дорогой электроэнергии других видов генерации. Вот эта тема, которая, как мне кажется, требует рассмотрения в целом на Дальнем Востоке, не только применительно к Якутии, а в целом. Но я хочу обратить ваше внимание, что схемы соединения через республику Саха-Якутия дальневосточной энергосистемы с Иркутской энергосистемы по своему маршруту полностью совпадает с маршрутами линейных сооружений, которые мы строим. Первое, на значительном участке в Южной Якутии с железной дорогой. Второе, почти на всем протяжении с строящимся нефтепроводом ВСТО. И почти на 2/3 совпадает с маршрутом возможного будущего направления газопроводов. Это означает, что на самом деле энергоснабжение этих линейных объектов могло бы быть осуществлено централизованно, если бы мы начали заниматься вот созданием этой схемы. А так у нас по жизни получается ситуация уже упущена. Железнодорожники строят вдоль своей железной дороги линию электропередач 35 киловольт. Транснефть уже решила о том, что они наполовину своего пути построят линию электропередач 110 напряжением 110 киловатт, значит, от автономных источников, потом придет «Газпром» и еще свою линию построит, будут истрачены колоссальные деньги. Потом мы будем говорить, почему такой дорогой нефтепровод и тарифы на перекачку нефти. Хотя на самом деле можно было эту одну систему создать втрое дешевле, чем это делается сейчас. Поэтому вот тот срок, который здесь называется, создание этой системы к 2030 году, он уже, наверное, перестанет быть актуальным. Это надо делать сейчас, вот в эти 5-7 лет, пока развиваются все эти события. Кое-что мы уже с вами упустили, кое-что еще можно догнать. Конечно, я оставляю за скобками другие аспекты, другие выгоды от объединения энергосистем и строительства вот этих линий передач. Я просто на одном акцентирую внимание. Поэтому считал бы, что необходимо вот этот вопрос рассмотреть отдельно. Это то, что Михаил Ефимович однажды на заседании комиссии по ТЭКу, которую возглавляет, я говорил о том, что необходима реализация ВСТО и так далее, чья-то координирующая роль, чтобы свести воедино энергетику, трубу, там, дорогу и так далее. Значит, тогда, может быть, меньше было бы и затрат у нас финальных. Координацию нужно усиливать, вы правильно говорите. И есть такой орган, который этим должен заниматься, и, в общем, занимается Министерство экономического развития, в скобках Госплан в рыночных условиях. Вот и все. Вот это как раз то, что мы сейчас делаем. И делаем, упустив время, вот такими усилиями председателя правительства и в форме таких вот совещаний. И не только здесь. И полпред этим занимается параллельно. Это вот то, что мы догоняем, как говорится, получая новые качества в новых условиях жизни. Сергей Геннадьевич Новиков, пожалуйста. Все-таки по-разному, с разными акцентами и, соответственно, с разными планами нужно подходить к двум принципиально разным вещам. Первое – это объединенная энергетика Дальнего Востока. То есть это юг Якутии, это Еврейская автономная область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край. И, соответственно, второе – это изолированные энергорайоны. Ну, вот то, о чем шел только что разговор, это северные районы Якутии. Соответственно, если посмотреть на ту ситуацию, которая есть по объединенной части на сегодняшний день, то могу сказать, что уровень тарифа в этой части сравним со среднероссийским.
и в общем соответствует уровню тарифа в центральном, южном регионах, где он несколько выше, чем среднероссийский, потому что в Сибири тарифы очень маленькие и на Урале средние. Повторюсь, что в этой части уровень тарифа по Дальнему Востоку, по генераторам сравним со среднероссийским. Он чуть выше, но незначительно и соответствует примерно Центральному федеральному округу, Южному федеральному округу. Проблемы есть, тем не менее. Проблемы связаны прежде всего с низкой загрузкой генерирующего оборудования. В среднем по Дальнему Востоку 41%. Вот вчера мы, когда были в Нерюнгри, были на Нерюнгринской ГРЭС. Одна из, вообще говоря, лучших угольных станций, самых молодых, что называется, построенных в свое время. Уровень загрузки, тем не менее, точно оставляет желать лучшего. И, в общем, из-за этого те проблемы с инвестиционными ресурсами, которые нужны станции на техперевооружение. Вот один из ключевых сюжетов и одна из проблем по этой объединенной части – это уровень загрузки. Почему и важно то, о чем шел разговор по поводу синхронизации развития как собственной энергетики, так и потребителей. И, по-видимому, одним из инструментов может быть та самая корпорация развития, инструментом синхронизации, которая предполагается к созданию. Второй блок, повторюсь, это изолированные районы, это автономные источники питания, и здесь должны быть совершенно другие подходы. И, собственно, они-то и искажают всю ценовую картинку по Дальнему Востоку. Что мы имеем по Якутии? Нерюнгринская ГРЭС, электроэнергия 63 копейки. Повторюсь, что это, в общем, нормальный, обычный российский уровень. А северные районы, автономные источники питания 5, 6, 10, 30 рублей. В итоге в среднем по республике Саха-Якутия 2 рубля 1 копейка. Повторюсь, вот он искажающий сигнал за счет северного района, где старые либо дизель-генераторы, либо мазутовая генерация, и, соответственно, другие подходы. В чем хотел бы поддержать просьбу республики, она, может быть, не очень точно прозвучала. В республике разработана программа ликвидации внутреннего перекрестного субсидирования, когда на сегодняшний день фактически Алроса вот те самые 2,7 миллиарда перекрестки несет на себе. Разработана с участием средств как федерального бюджета, так и с участием средств бюджета республики и, соответственно, частных инвесторов. Насколько я понимаю, предполагается в ближайшее время, что эта программа пройдет некую защиту в Минпроме и в Минэкономразвитии. И если бы удалось ее структурировать таким образом, чтобы вот те цели, которые, она 6-летняя, те цели, которые в ней заявлены, были реализованы, то, по крайней мере, по одному субъекту федерации мы бы забыли вот про тот тезис, который постоянно произносим, что тарифы на Дальнем Востоке существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации. И повторюсь, основная цель этой программы – это ликвидация неэффективных автономных источников в изолированных энергорайонах, что могло бы быть, в каком-то смысле, пилотным проектом и по остальным изолированным районам, по всем регионам Дальнего Востока. Заслушав представителей республики, других министерств и ведомств российского правительства, премьер согласился с перечнем поручений, подготовленных по итогам его работы в Якутии. Подготовлен проект протокола пребывания здесь фактически по совокупности. Все вот эти совещания, что мы проводили, посещения объектов, отражены вот в этом протоколе. Здесь 10 страниц. 10 страниц, которые предлагается мне, как председателю правительства, председателю комиссии по развитию Дальнего Востока, подписать. Я пролистал 10 страниц конкретных поручений, конкретных, даже не характерных для протокола уровня председателя правительства. Я его еще раз внимательно посмотрю и подпишу, несмотря на то, что он, в общем-то, становится обязывающим протоколом во всех отношениях. И, наверное, выходит за рамки какого-то принятого регламента. Но сделаю это осмысленно. И хочу вам об этом сказать. С рисками для некой возможной дискредитации того, что мы делаем. И эти риски не должны быть выше допустимых. Об этом я сказал уже и не хочу повторять. Я специально открываюсь, как председатель правительства, приоткрываюсь, для того, чтобы эти вопросы просто стали понятнее. И в их решение были вовлечены
по максимуму все, кто должен этим заниматься, и кто этим толком не занимался. И еще раз хочу поблагодарить Вячеслава Анатольевича персонально за инициативу, за настойчивость и последовательность действий с точки зрения формулирования вот этого замысла развития Республики Саха-Якутия, который мы положим рядом с той работой, которая ведется на федеральном уровне. Но я хочу вас просто просить, уважаемые коллеги, вот эти риски иметь в виду и не перейти эту черту. В противном случае мы не только, значит, сами оконфузимся, но и под сомнение поставим ту стратегическую, так сказать, цель, которую мы ставим по развитию страны на долгие годы вперед. Потому что уровень мы подняли решение этих вопросов, так сказать, на очень высокую планку. И вот здесь действительно 10 страниц конкретных поручений. И это не только деньги, большие причем, по сути. Это организация работы. Это организация работы вот совершенно в новых условиях, где надо все суметь совместить. Так что вот на этом я хочу завершить нашу работу и поблагодарить наших коллег из Министерства и ведомств. И пожелать вам вот дальше двигаться такими шагами, последовательно, и вот эти поручения взять на контроль. Я вас очень прошу. Вячеслав Анатольевич, он это дело не упустит, я так понимаю. Так, да? Конечно. Тут есть у нас со всех сторон Михаил Ефимович, по старой памяти в Совете Федерации, Камиль Шамилевич вообще этим занимается, не ест, не спит, как говорится. Так что хороший вопрос подняли, нормально его подготовили, и, как говорится, давайте отследим все это. Спасибо всем. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые коллеги, разрешите мне от имени правительства Республики Саха-Якутия, всех жителей нашей республики поблагодарить вас за то, что вы приехали, вот провели с нами 2 дня. Хорошо поработали, узнали республику. Михаил Ефимович, ну я хочу вам на память о пребывании подарить вот такой якутский черен. Это сосуд, который с одной стороны является такой традиционной, а с другой стороны он несет в себе частичку Вселенной. Но это для помыслить. Спасибо. Что сюда занимаетесь? Спасибо. Продуманные, крупные, амбициозные инвестиционные проекты в Якутии лягут в основу стратегии развития всего дальневосточного региона. Премьер-министр России Михаил Фродков поручил федеральным руководителям в течение ближайших 2-3 месяцев доработать все предложения республики. Все министерства и ведомства, которые участвуют в этой работе, это понимают. И вот в рамках технологии подготовки бюджета это будет рассматриваться в качестве приоритетной задачи. Мы будем развивать электроэнергетику в Якутии, в первую очередь гидроэнергетику, потому что это относительно эффективный, дешевый ресурс. А вот в каком направлении использовать, это будет зависеть от того, каких потребителей мы будем обеспечивать, какие месторождения будем развивать, как будет развиваться транспортная инфраструктура, которая тоже нуждается в электроэнергии. Ну, естественно, будем смотреть, кто может за рубежом претендовать на приобретение электроэнергии, но по ценам достойным для поставщика. Итоги визита председателя правительства России в Республику Саха-Якутия важны прежде всего для развития экономик субъектов Федерации, входящих в состав Дальнего Востока. Но они имеют и стратегическое значение в российском и международном масштабе.